Повысить доступность меддапамоги, полепшить диспансеризацию и работа с кадрами застаются у лику приоритетных задач сферы аховы здоровья в области. Коллегию Гомельского управления по ахове здоровья Гомельского облвыканкама на гэты раз проводили на базе РНПЦ. Уникальная выстава медицины сустракала гостей презентацией айчынных досягнений. И тут есть что показать и сказать так само. Высокие технологии в медицине поширают горизонты. Променять их стали больше, выники отповедные. Але есть нюансы. И они и стали темой сустрэчи. В этом году здравоохранение области активно выполняло поручения главы государства, правительства и местных органов власти, направленное на повышение эффективности работы системы. Основное внимание уделялось совершенствованию медицинской помощи, особенно в сельских районах. Достигнуты положительные результаты. Увеличены объемы бесплатной медицинской помощи, усилен контроль качества оказания медицинских услуг на местах. Однако остаются нерешенные задачи, такие как повышение доступности медицинской помощи, улучшение качества диспансеризации, кадровое и материально-техническое обеспечение, а также устранение выявленных нарушений. У мэтах повышения якости медпослуху в области проводится работа над повышением квалификации кадров. У 2024 годзе прав навучання пройшли больше за 6 тысяч специалистов. А вот самих кадров не хапае. Утопия запатрабаваных профессий, урачы агульной практики, педиатры, стоматологи, диагносты, рентгенологи и фельдшеры. Про досягненні на коллеги таксама не забыліся. Подвели выники огляду конкурсу сярод организации аховы здоровья за повышение якости меддапамоги насельніцтву у 2024 годзе. У ліку лідараў коллектив Гомельского областного клиничного онкодиспансера. И он заслужил диплом первой ступени. В течение года в нашем учреждении получают лечение более 18 тысяч онкологических пациентов. 50% из этих пациентов подвергаются хирургическим вмешательствам. Так, за 2024 год мы выполнили 8977, прооперировали пациентов. И этим же пациентам мы сделали 9599 хирургических вмешательств. Из них 906 это были высокотехнологичные операции. Количество выполненных операций и даже комбинированных, расширенных операций становится с каждым годом больше. Это позволяет пациентам проживать длительные сроки после специального противоопухолевого лечения. Если 20-30 лет назад такие операции не выполнялись, эти пациенты были, как правило, обречены. Лінейны паскаральнік жамчужына онкоцентра. Без аператыўнага ўмяшання б'е ворага прама ў цэль. Гэты метад прамянёвай тэрапіі паспяхова зарэкамендаваў сябе ў сусветнай медыцыне. У Гомелі праз такі апарат праходзіць больш за 100 пациентов в день. Позволяет проводить лучевую терапию пациентам с опухолями различных локализаций. Здесь пучок радиации направлен конкретно на пациента. Здесь лежит пациент в орган-мишень, и тот орган, который надо облучить, получает максимальное количество, скажем так, предписанной дозы. Все остальные органы, они получают минимальное количество, благодаря коллиматору, который здесь находится, много лепестков, они экранировались. У прыярытэтах айчыннай медыцыны якасць і даступнасць. Па гэтых катэгорыях добрых паказчыкаў таксама дабіліся Гомельская областная больница і мясцовы кардыяцэнтр. У конкурсе яны атрымалі дыпломы 2-й і 3-й ступені. Ірына Дрыбышэўская, Сергей Калацэй, Игорь Марышченко. Телерадиокомпания «Гомель».